Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мусульмане, сегодняшняя наша тема одна из наиважнейших. Это что такое хуббуллах ва расулих, любовь к Аллаху Всевышнему и Его посланнику. Понятие любовь, как известно, это особенное чувство, который человек чувствует, мужчина он или женщина, без разницы. Это сильная тяга, уважение, почет, возвеличивание кого-либо. То есть, если у человека есть кому-то или к чему-либо сильная тяга, и он думает только об этом, и он ради того, что полюбил, готов сделать многое, поступки героические, подвиги, то это означает, что этот человек имеет особое чувство к тому, что полюбил. Мы наблюдаем во многих художественных произведениях, литературе и других, что зачастую герои, мужчины или женщины этих произведений, о которых говорят разнообразные писатели, всегда их сдвигает на подвиг, толкает на подвиг, это особенное чувство – любовь. Но что означает любовь к Всевышнему Аллаху и Его пророку? Это самая высшая любовь, это самое высшее чувство, которое можно чувствовать кому-либо. Будем говорить об этом. Если сказать, в целом есть такая обязанность, которая из обязанностей сердца. Миналь ваджибат аль-кальбия. Это хуббуллах ва расулих. Это любовь к Аллаху и к Его посланнику. Что означает любить Аллаха? Любить Аллаха – это не просто языком говорить, что я люблю. И любить Аллаха – это не просто пускать слезы из глаз. Нет. Любить Аллаха – это особенное чувство, это свет имана в сердце, в котором человек действительно по-честному, каждый знает свое сердце хорошо, возвеличивает самым высоким возвеличиванием, почитает самым почетным почитанием Всевышнего Аллаха. Если у верующего в сердце такое чувство, что он чувствует, что он возвеличивает самым великим возвеличиванием Всевышнего, то у него есть любовь к Аллаху Всевышнему. Что значит наивысшей степени возвеличивания? Как сказал один из ученых, Такиюддин ас-Субки, рахимахуллах, был хафизом, люгавием, он сказал, аль-ибада, то есть это наивысшая степень проявления покорности кому-либо, поклонения, это что? Это акса гаят аль-хушу валь-худуа. Это наивысшая степень проявления покорности и смирения кому-либо сердцем и телом, и органами. Если человек сердцем покорен Всевышнему, то есть он признал, без сомнения, что Создатель всего Аллах, что Создатель ризка Аллах, дающий жизнь, забирающий жизнь, тот, кто прощает грехи, тот, кто обязывает, запрещает, тот, кто дает ответ на дуа, это Аллах, и он понимает это сердцем, возвеличивает его наивысшей степенью, понимает, что только он достоин наивысшей степени поклонения, он любит Аллаха. Этот человек любит Аллаха. У него это чувство имеется, и обязанность сердца он выполняет. Но при этом он обязан также проявлять это поступками. Как об этом в Коране Аллах Всевышний говорит, астаиду биллах, сказал, «Куль, скажи, о Мухаммад, ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхбибкум Аллах». Если вы действительно по-честному любите Аллаха и Его посланника, то следуйте за Его посланником полноценно, Аллах вас полюбит. Что еще можно достигнуть в этом мире выше, чем любви к Аллаху к нам? А любовь к Аллаху, она достижима, чем если мы будем действовать и будем делать то, что Аллах повелел. Но если Аллах нам не хотел блага и добра, Он и нас не поставит на этот путь по своей милости. Если Аллах нас поставит на путь соблюдения Его обязательств, ограждения от грехов и соблюдения сунны, то мы будем из тех, кого Аллах Всевышний любит, и из тех, кто является почетным у Всевышнего Аллаха, как в этом мире, так и
судный день. Поэтому нам известно и дано, как что делать. Но это нужно проявлять поступками, не только словами и какими-либо другими действиями, которые указывают, но это не искренне. Сегодня мы должны все делать действительно по-честному, искренне, как подобает, сердцем, душой, в глубине души, как говорится, чувствовать это чувство и, естественно, действовать. И если человек достиг этой степени, а основная цель аулия – это достижение именно этого состояния, любви к Аллаху Всевышнему, если мы стремимся к этому, нужно действовать. Один из величайших людей, который после пророков и посланников самое лучшее создание Всевышнего, это Абу Бакр ас-Сиддик, радийаллаху анху, потом Умар, потом Уфман, Али, в нашей умме самые лучшие великие люди. Сказано, что Абу Бакр ас-Сиддик, радийаллаху анху, один из величайших аулия, он проявил любовь к Аллаху полноценным образом в тот момент, когда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «О мои сподвижники, собирайте все, что у вас есть, по возможности, нам нужно распространять ислам по всем местам, где у нас есть такая возможность». И сподвижники начали собирать. Имам Али, радийаллаху анху, двоюродный брат пророка, принес треть имущества из своего всего имущества. Треть, 30%. Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, принес половину, и он думал, он принес больше всех. Но когда зашел Абу Бакр ас-Сиддик, радийаллаху анху, пророк у него спросил: «О, Абу Бакр, а что ты сделал?» Тогда Абу Бакр сказал: «Я отдал все, полностью. Оставил только самое необходимое на сегодня для своей семьи, все остальное отдал». То пророк его спросил: «А что ты оставил для себя и для своей семьи?» Тогда Абу Бакр улыбнулся и сказал: «Хуббуллах ва расули». Любовь к Аллаху и его посланнику. Это нам достаточно. Тогда пророк улыбнулся такой улыбкой, что показал свои прекрасные зубы, как верхние, так и нижние. Такая была самая белоснежная, самая прекрасная улыбка у пророка, алейхиссалату вассалам, от поступка Абу Бакра, радийаллаху анху ва ардо. Это и является проявлением истинной любви. Человек, который познал, убежден и не сомневается в том, что Аллах Всевышний даровал нам эту жизнь. Все, что у нас есть, даровано Всевышним. Нет сомнения, что наши тела, души, наше имущество дано Аллахом. Так же, как и рай, тоже принадлежит Всевышнему Аллаху. Это все во власти Аллаха. Даже то, что нам Аллах даровал и дал нам это быть нашим, например, как перстень, как одежда, часы и тому подобное, деньги, автомобиль, у кого что есть. Даже это, хотя оно внешне дано нам, даже это на самом деле принадлежит Всевышнему Аллаху. Временно оно наше в этом мире. Мы используем ее, эти принадлежности, эти инструменты, так скажем. Но нельзя забывать, что это от Всевышнего Аллаха и только от Него. И нет сомнения, что это принадлежит Ему. Не вышло это из Его имущества, из Его власти. Это все на самом деле милькуллах ва мулькуллах. Милькуллах – это владение, мулькуллах – это его власть. Поэтому, дорогие мусульмане, чтобы стремиться к любви к Всевышнему Аллаху, нужно много трудиться. Как это сделать? Это нужно делать таким образом. В первую очередь нужно получать религиозные знания, при этом иметь искреннее намерение, полагаться полностью на Аллаха, чувствовать такое состояние, всегда верить без сомнения, что все принадлежит Аллаху и только Он дает. Память, умение, запоминание, понимание, действия, преображать именно эти знания. Все это от Аллаха. Зная это, полагаться на Него, делать, трудиться. Трудиться больше всех. То есть мусульманин, он, имея такие убеждения, имея такое понимание, должен трудиться больше всех окружающих. Почему? Потому что мусульманин, он тот, который верит в всемогущество Аллаха. Аллах всемогущ дать все, что возможно для человека, он всемогущ. То возможно быть алимом, возможно быть из аулия, возможно быть искренним, возможно быть и другие, иметь прекрасные качества. Нужно к этому стремиться, но с убеждением и пониманием, что это все от Аллаха. При этом, как мы сказали, получать знания и соблюдать
это самые важные два фактора, которые могут нас привести к любви к Аллаху. Так как Аллах, Он сказал в Коране, повторимся, «Куль, скажи, о Мухаммад, алейхиссалату вассалам, им, ин кунтум тухиббун Аллах, если вы по-честному любите Аллаха, действительно, как подобает, фаттабиуни, то последуйте за мной, как нужно, имеется в виду, за пророком Мухаммадом, последуйте за ним». И сказано, «Юхбибкумуллах», Аллах вас полюбит. Мы должны стремиться к любви к Аллаху, к довольству Аллаха, к богобоязненности, только путем соблюдения. Сегодня мы видим многих людей, которые получают знания десятками лет. Бывают, ездят в страны Шам, такие как Сирия, такие как Ливан и другие страны. Некоторые ездят в страны Миср, Египет и другие. Учатся там по 10-15 лет, возвращаются, как только изучив теорию, теоретики и как формально деятели. То есть они чисто приехали, чтобы потом передавать эти знания и сделали из него работу. То есть по графику работают, например, он с 10 до 6, вот моя работа, больше меня не трогайте. Истинный мусульманин, он не должен быть таким. Истинный мусульманин, он хоть 3 часа ночи должен быть готов к тому, чтобы передавать знания, соблюдать. И в любое время суток он должен быть готовым, мотивированным, так как его цель – это вечный рай, его цель – это в первую очередь любовь к Всевышнему и довольство Всевышнего. То сегодня мы видим очень много деятелей, которые они обучились ради того, чтобы какие-то мирские вопросы свои решить. Деньги, заработок, как имя свое поднять, сделать из него карьеру и тому подобное. То есть набрать в этом мире авторитет какой-то иметь среди людей. Так как ученый человек, который имеет знания, люди к нему тянутся, хотят получать знания. Но если человек поддался этим искушениям, и он делает это не ради Всевышнего, а ради какой-то похвалы, и под этими знаниями за религией у него спрятана дунья, валь-ияду билляхи та'аля. Один из величайших ученых Хасан аль-Бисри сказал, если человек допускает любовь к дунья, и этим он делает деяние ахира, его сердце умерло. И он сказал, какое же горе тем ученым, у которых сердца умерли. У него спросили, что значит умерли сердца ученых. То он сказал, это те, которые делают деяния вечной жизни, но при этом стремятся и желают от этого дунья. Валь-ияду билляхи та'аля. Сколько мы сегодня таких видим? Сколько мы видим таких людей, которые делают по внешнему деяние вечной жизни, а за этим спрятана у них любовь к дунья, стремление и получать эту дунья, валь-ияду билля. Такой человек, сердце у него умерло, даже если он 100 лет учился, потому что он эти знания не преобразил в жизнь, не воплотил в жизнь. Сподвижники, они не ждали дипломов, докторских диссертаций, пока весь Коран не спошлен будет 23 года. Нет, они получали ая, бежали передавать. Получали хадис, бежали передавать. Они жили этим, они жили по-честному. Поэтому сподвижники достигли высокой степени распространения ислама. И они были объединены вокруг этого прекрасного шариата и прекрасной этой религии Аллаха. А сегодня, к сожалению, получает знания ради чего? Авторитет, любовь к дунья, что-то получить, заслуга и тому подобное. Пусть каждый из нас, у кого есть эта проблема в сердце, исправляется и не получает знания ради лишь того, чтобы его люди любили, уважали, почитали ради авторитета или каких-то мирских, валь-ияду биллях, корыстных целей. Пусть каждый стремится к любви к Аллаху, к искренности, таваккулю аля Аллах, полагаться на Аллаха и довольство Всевышнего. Пусть Аллах даст нам действительно истинную, честную любовь к Аллаху, чтобы Аллах Всевышний нас возвеличил в судный день. Акулу хаза ва астагфируллаха ли ва лакум.